проведения видеосъемки в судебном заседании, поскольку нормами ГПК данный вопрос разрешается, и видеосъемка может вестись с учетом мнения всех сторон. Поэтому, пожалуйста, представители... Вы позволите, Ваша честь? У нас имеется ходатайство вот, по статье 13 непосредственно, где мы бы хотели бы просить у вас разрешить проведение фотосъемки, видеозаписи хода всего судебного разбирательства в период рассмотрения вашего искового заявления, которое находится в вашем рассмотрении. Мы сейчас еще до стадии ходатайства, во-первых, не дошли, поэтому прежде чем сейчас приступить к предварительному судебному заседанию, поскольку суд видит, что ведется видеосъемка, этот вопрос должен быть разрешен с учетом мнения всех сторон. Поэтому представитель истца Матраимова Искандера, кто у нас? Искандера Исмаиловича. Майдаева. Ваша доверенность при рассмотрении меры по обеспечению иска была предоставлена, материалы дела имеется. Ваше мнение, пожалуйста. Ваша честь, мы возражаем против полной видеофиксации предварительного судебного заседания, поскольку в соответствии со статьей 13 Гражданского процессуального кодекса, которая предусмотрены принципы гласности судебного разбирательства, указано, что видеозапись судебного заседания допускается в той случае, если лица, участвующие в деле, не возражают против этого. Поэтому мы считаем, что стороны вправе фиксировать с помощью средств аудиофиксации сторону судебного заседания ход судебного разбирательства. А необходимости видеофиксации всего судебного заседания не имеется. Более того, я считаю, что лишним, то есть это каким-то образом оказывается давление, скажем так, на нас, то есть и нам озвучивать свою позицию, когда смотрят столько камер, то есть немножко сложно. То есть мы просим отказать в удовлетворении. 60 миллионов не давление, что ли? Представитель ответчика Матраимова Ранбека Исмаиловича, ваше мнение. Уважаемый суд, я поддерживаю доводы предыдущего представителя. Я также считаю, что в данном случае необходимости фиксации и полной видеозаписи процесса не имеется. Объясню еще почему. Поскольку в данном случае средства массовой информации являются ответчиками по делу, лицами заинтересованными. Все прекрасно видят, как освещается эта ситуация, и, соответственно, она освещается однобоко. И в данном судебном заседании мы считаем, что присутствие прессы и последующая выборочная демонстрация данного судебного заседания также будет влиять на права моего доверителя, в частности, нарушать его право. Кроме того, уважаемый суд, да, я действительно согласна с тем, что под прицелами телекамер даже достаточно сложно сформулировать свои мысли и выражать свое мнение, когда на тебя, извините меня, столько народу направлена камера. Мы возражаем. Представители ответчика Позвольте, Ваша честь. общественного фонда. Меня просили мнение истов. Стороны, пожалуйста, вот журналисты с видеокамерами, вы не шумите, пожалуйста. Кроме того, уважаемый суд, я хотела бы дополнить, что в частности у всех представителей имеется право на личное изображение. Мы возражаем против прямой съемки каждого лица и демонстрации его в средствах массовой информации. Есть конституционное право на личное изображение. Мы не даем согласия на свое изображение. Представители истца Жданова, ваше мнение. Я тоже возражаю, поддерживаю доводы представителей. Считаю, в данной ситуации заинтересованные средства массовой информации не дадут объективного освещения этой ситуации. Значит, будут опять давать сведения так, чтобы усугубить общественное мнение против иска Матраимовых, которые защищают свое конституционное право. И прошу обратить внимание, уважаемый суд, на нарушения, которые уже допускаются средством массовой информации, не получив разрешения суда до процесса снимали, сейчас снимают начало процесса. Прошу сделать замечание средствам массовой информации. И не запретить, значит, видео, фиксацию, значит, и прямой эфир. Замечание представителей истца суд принимает во внимание. Уважаемые операторы, да, кто сейчас проводит видеосъемку, вы можете сейчас ее проводить.
после того, как суд опросит мнение всех сторон, представителей ИСО, представителей ответчика и определит на месте разрешить либо не разрешить видеосъемку. Сейчас, пожалуйста, вы пока не проводите ее, хорошо, пока этот вопрос не разрешен. Представители истца Ниязова, ваше мнение о проведении видеосъемки? Уважаемые участники процесса, я поддерживаю представителей ИСО, возражаю против заявленного ходатайства, поскольку аудиосъемка допускается без разрешения суда, то есть каждое выступление будет как раз таки зафиксировано в должном порядке. Это, во-первых. Во-вторых, мы считаем, нет необходимости видеозаписи данного процесса, поскольку процесс открыт, как раз эти все представители СМИ присутствуют, и с учетом аудиозаписи будет достоверно донесена до публики как раз таки вся информация касаемо проведения процесса и также выступления участников сторон. В связи с этим мы также возражаем против заявленного ходатайства, просим отказать в повторении. Представители ответчиков. Позвольте, Ваша Представители честь, ответчика озвучить свое мнение. Зрения Азаттык медиа. Суд, да? Представители Азаттык медиа Исаева Алтынайды, Да. Бакытбек Дейси, Алагушев Ахмад, да? Да. Сергей Иванович, пожалуйста, ваше мнение. Мы просили, мы ходатайствуем, чтобы процесс освещался. И освещался в прямом эфире. Это на доводы представителей истцов о том, что что-то может быть искажено. Доводы вот истцов, представителей истцов о том, что, опять же, да, что-то могут исказить сами СМИ, я думаю, вообще несостоятельны, потому как если аудиофиксация возможна, то как можно исказить видеоизображение? Вот. Поэтому, Ваша честь, у нас суд открытый, данный иск имеет общественный большой резонанс, общественное значение для, скажем, да, масштабов всей нашей республики. Я думаю, он должен быть открытым. Тем более, что та же статья, на которую ссылаются представители истцов, гласности, он позволяет все это сделать. И мы знаем, что в правоприменительной практике такие процессы уже были с участием, когда истцом был президент страны. И все. Представители ответчика Клод медиа. Представители Азаттык медиа Исаева, да, Алтынай Бакытбековна, ваше мнение? Я полностью поддерживаю коллегу. Прошу удовлетворить наше ходатайство о проведении фото-видеосъемки и лайв-трансляции, поскольку сам предмет иска, он представляет собой общественный интерес, и для соблюдения беспристрастности, объективности, о чем беспокоятся представители истцов, мы считаем, что необходимо разрешить фото- и видеосъемку. Присаживайтесь. Представители ответчика Клод медиа. Якупаева, да, ваше Да. мнение? Уважаемый суд, участники процесса, мы возражаем против заявленного ходатайства о запрете проведения фото- и видеосъемки, поскольку доводы, на которые сослались представители истцов, несостоятельны. Один из доводов – это ощущение, что здесь происходит давление представителей СМИ своими камерами и так далее. Позвольте отметить, что мы заранее просили провести судебное заседание в другом зале, которое располагает большими техническими условиями и площадью, чтобы процесс проходил не в таком сейчас, как мы видим, состоянии. Да? Что мы, например, не видим сейчас представителей ИСОФ, и они нас не видят, потому что количество заинтересованных лиц, представителей СМИ, достаточно большое, и мы в зале не помещаемся. Да? Поэтому их довод о том, что создается давление, оно продиктовано технической стороной. Потом, значит, второе. Относительно того, что здесь присутствуют представители СМИ и искажение будет информации, соответственно, не стоит проводить фото-видеосъемку. Опять-таки, не все представители СМИ, которые здесь присутствуют, являются ответчиками по данному иску, да, соответственно, приводить такой аргумент тоже считаем несостоятельным. И также по поводу права на персональное изображение, статья 18 Гражданского кодекса говорит о том, что допускается использование персонального изображения в публичной обстановке. Мы сейчас находимся как раз, учитывая контекст, в публичной обстановке. Поэтому, уважаемый суд, мы против заявленного ходатайства и просим вас разрешить фото- и видеосъемку.
Присаживайтесь. Представитель ответчика информационного агентства 24 медиа. Султанов не видится, да? Гендарь Евгений Мурашпекович видится? Да, Ваша честь. Пожалуйста, Султанов. Уважаемый суд, во-первых, хочу отметить, что когда представитель СОВ выступал и цитировал статью 13 Гражданского процессуального кодекса, указала, что видео и фотосъемка допускается, если не возражает стороны. Я хочу отметить в данном случае, уважаемый суд, что такого понятия и основания нету в статье 13. В статье 13 именно в части 2 указывается, что аудиозапись разрешается, но кино, фото, видеосъемка с разрешения суда. То есть мы должны у вас разрешение спрашивать. И чем мы это обосновываем? Первое, уважаемый суд, необходимо отметить, что это беспрецедентный иск за всю историю нашей независимой страны. 60 миллионов в совокупности всем ответчикам предъявлены. К данному делу, уважаемый суд, прикована общественность. Все заинтересованы, чтобы данное судебное разбирательство проходило объективно и беспристрастно. Уважаемый суд, в ходе проводимой и о том, что говорит президент, что на сегодняшний день проводится судебно-правовая реформа, докажите, уважаемый суд, что непосредственно судебная система придерживается принципов гласности и открытости. И я хочу особо отметить, уважаемый суд, что данный исковой